Обзоры. В 22 и 23 годах конфликт возобновился с новой силой. Васильев обвинял Яна Топлеса в плагиате концепций и визуальных решений у англоязычных авторов, подавая это не как адаптацию, а как прямое копирование чужих идей. К слову, блогеры занимают полярно противоположные общественно-политические позиции, что неоднократно становилось поводом для жесткой критики и взаимных оскорблений в их видео и телеграм-каналах. Один из последних скандалов с Топлесом, кстати, тоже был связан с политикой. В декабре прошлого года на канале Яна вышел ролик, который стал самым задизлайканным за всю историю его канала. Под видео быстро появилось более 40 тысяч негативных реакций. Причина — пост с поддержки военных, который блогер опубликовал в своем телеграме в конце ноября. Публикация вызвала резонанс в сети и критику со стороны подписчиков самого Яна, в том числе в комментариях под видео. Связано это с тем, что ранее Топлес собрал себе аудиторию скорее других, более оппозиционных взглядов, что и подмечал в своих роликах Стаса и как просто. При этом сам Стас в прошлом году этот скандал тоже комментировал вот такими словами. Я как человек... Давайте 2021 вернем, типа... Фиолетовая зима, Жожо стримит с Ди, Пен, Сом и Нико Глайм в моде хаги-ваги и попыты. Ты с вилками в глазах, что ли, стрим смотришь? И с дилдаками в ушах?